Ассаламу алейкум Ларми Нохчи, добро пожаловать на стрим, дорогие друзья. Не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал, спасибо всем. И если есть, начнем с ответов на вопросы. Если же нет, тогда мы можем немножко по нашей вчерашней теме продолжить. Вот. Так, ну что ж, пока у нас люди понемножку собираются, давайте все-таки мы понемногу будем зачитывать. Так, ну давайте отсюда раз. В первой половине первого тысячелетия до нашей эры, вчера как раз мы на этом остановились. Но если у нас будут гости, которые хотят с нами провести дебаты, зайти в эфир, мы их примем, а пока никого нету, пока вопросов нету, давайте. В первой половине первого тысячелетия до нашей эры Кавказ стали продвигаться новые племена с юга. Имеются неоспоримые данные о продвижении предков грузин из Малой Азии, говорит историк. То есть получается, по словам этого же непосредственно ученого Аркадия Гольштейна, он говорит, что грузины пришли тоже с Малой Азии. Историк Меликашвили считает, что в южных миграционных волнах того периода участвовали и племена, вошедшие в число предков навчийцев, ну и сюли тоже. Связано с этим можно упомянуть и о новейших данных антропологии, показывающих наличие морфологической преемственности между древним населением территории нынешней Армении и современными народами, населяющими центральное предгорье Кавказского хребта. Народы Кавказа и Балканского полуострова относятся к кавказско-балканской подрасе. Их разделяют живущие к югу и к северу от Черного моря народы других подрас. Вот. Видимо, далекие предки народов Кавказа и Балкан когда-то жили не так далеко друг от друга, как теперь. Но здесь, я так понимаю, речь идет, если о балканских говорится, тут, наверное, идет речь о предках армян, непосредственно притягивая, говорит, что когда-то они жили непосредственно рядом. Ассаламу алейкум башлам дал эту валдере схил ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Среди кавказских горцев, в том числе нохчи, часто встречаются лица североевропейского облика. Это потомки древних европейских племен, которые 4000 лет тому назад мигрировали в горы Кавказа. То есть, по мнению этого ученого Аркадия Гольштейна, он говорит, что европейские какие-то древние европейские имеют северокавказский облик, то есть тип северокавказцев, и якобы они оттуда мигрировали на Кавказ. Не с Кавказа наоборот, а вот у них вот все наоборот. Как раз в советское время эта теория очень сильно
преобладала. Миграция была очевидно массовой, потому что, как свидетельствует археология, в тот период здесь резко изменился характер культуры, иным стал погребной обряд, иной оказывается инвентарь и захоронениях. Как раз таки многие люди, которые сдают сегодня ДНК код генетический на генетику, особенно те, которые хотят показать свою древность, некоторые, если делают большой биг-тест, показывают родственные связи с европейскими, скандинавскими странами, то есть совпадение непосредственно ДНК-кода. Ну, общих предков там 5000 лет, 3000 лет тому назад показывают общих предков. Однако наши ученые сейчас доказывают наоборот и говорят, что отсюда, с Кавказа, ушли некоторые представители европейских этносов, с Кавказа именно зародилась жизнь. А вот советские ученые наоборот таки показывали и доказывали, что оказывается не они отсюда ушли, а оттуда к нам пришли. Это, конечно же, не является доказательством. Ни в коем случае. На сегодняшний день ученые доказывают, что зарождение цивилизации вообще появились многие европейские народы отсюда ушли туда. Вот. Народы полуострова относятся к Кавказу и Черному морю. Так. Как теперь? Среди кавказских горцев, так, это я зачитывал, в захоронениях. В литературе конца прошлого века много сообщений о том, что когда-то исследователи в стремлении выяснить что-либо о происхождении нахчийцев обращались с соответствующими вопросами к старикам из местных жителей. Говорит, вопросами к старикам из местных жителей. Те единодушно утверждали, что их предки когда-то пришли на эту землю, а раньше здесь жили какие-то другие племена, которые они называют тиндами, джелтами, мидами. Но вот это как раз таки является в основном показателем того, что они сказали уже, что и грузины пришли, и получается, что и чеченцы пришли, и ингуши пришли. Якобы старики рассказывали, что здесь до их прихода жили, хотя я не знаю ничего подобного, мидами, джелтами, тиндами, вот что за предки рассказывали, где это зафиксировано, конечно же, является истиной. Вряд ли можно сомневаться в том, кто такие тинды. Вот здесь уже продвигается. Вряд ли можно сомневаться в том, кто такие тинды. Народность с таким названием имеется в соседнем Дагестане, говорит, и обитает он близ нынешней Чечни. Слово «джелт», вероятно, сопоставим с названием аланского города Джулат. Кто такие мид, не ясно. Я, честно сказать, немножко, конечно же, я как вам говорил, что здесь в основном мы знаем, да, преобладающие привилегированные научные работы здесь переданы ближе к Дагестану. И здесь это везде прослеживается, потому что очень много работы с петроглифами, строениями, он отдает предпочтение туда, хотя когда ты начинаешь проверять, где же корни всего этого, нету никаких объяснений, не говорится. Хотя он указывает в основном, что и там все, в дальнейшем увидим. Главная река в Ингушетии Асса, в этом названии нетрудно видеть имя Алан. Русские летописи называют их яссами. В Чечне есть селение Дай. В древности в Дагестане жил народ. В древности в Дагестане жил народ с названием чеченцы, и теперь называют аварцев Дай. Аварцев Дай не называют, но здесь, конечно же, уже как... здесь как раз-таки притягивание очень сильное. Очень сильный заказной характер Орло, просто страшный. То есть здесь говорится дай, что Дарго это с дагестанскими даргинцами. То есть это все...
Здесь, то есть, хотят очень сильно показать, что взаимодействие очень сильно пришлых примерно за всю историю существования планеты Земля. Интересно, сколько народов существовало, или это уже никому не известно. Маловероятно, что кому-то это известно. Это фактически невозможно провести такую социологию. В дальнейшем здесь говорится, опять же, все ингушское это не ингушское, все чеченское фактически это не чеченское. А если и есть, то здесь указывается, что якобы было все равно влияние, было вхождение, что влияние на местные, то есть определенное небольшое количество которое скрыто, не могли этого знать, если бы это они сочинили легенду о переселении. Исходным пунктом миграции, согласно этому преданию, называется Нахчеван, страна Нахчей. Именно Нахчей, не Наха в стране, а Нахчей написано. Как называют себя чеченцы. На юге Закавказья есть город с селением с таким названием. А местность Нахчеван, как гласит предание, предки этого племени пришли откуда-то из еще более далеких мест. Не оттуда ли преднеазиатское название нахчийских богов, языческих, если имеется в виду, Мелх, Эл, Тушоле, Нана, Эштур, Эштр. Нахчи и ингуши такой же смешанный по происхождению народ, как и другие народы. Вот здесь самая сильная фишка вот в этом вопросе. Здесь говорится, здесь написано Нохчи и Галга, такой же смешанный по происхождению народ, как и другие народы. Чистой крови нет ни у кого. И тем лучше для человечества, потому что расовое смешение способствует его физиологическому здоровью. Я, конечно, понимаю, наверное, сейчас многие нординцы просто-напросто там у них конкретный инфаркт, но факт остается фактом, вот такое, касающееся именно нашей общей истории. Но, опять же, я не утверждаю, что это достоверная информация, это к тому, что именно в советский период вот это была политика о том, что интернационализм, всем нам знакомый, что вот видите, здесь же он указывает, что это, говорит, способствует его физическому здоровью, то есть без этого физически здоровыми, говорит, не были бы. Ну вот такое вот высказывание. Но каково бы ни было происхождение чеченцев, Нохчи, теперь и в обозримое время, и в прошлом они выступают как определенная этническая общность, языком, который входит в кавказскую языковую семью, с культурой, которая сходна с культурой других соседних кавказских народностей. Здесь очень сильно у Гольштейна сделано башлам. Что это за книга? Это книга «Башни в горах» Аркадий Гольштейн. Есть такой один советский еврей, историк, который написал ее. Но и еще раз вам говорю, эта книга просто кладезь, вся информация, вот взяли чисто про дагестанскую тему, очень сильно здесь она есть. Здесь на других соседних кавказских горских народностей, дагестанцев на востоке, осетин на западе, хевсуров и тушин на юге. То есть, чтобы было понятно, Аркадий Гольштейн здесь неразрывно говорит, что чеченцы и ингуши это один единый народ. То есть, влияние и культура их абсолютно идентично, говорит, с дагестанцами, с хевсурами, с тушинами, с осетинами. То есть, так вот, прямо просто с барского плеча, как говорится. Я так понимаю, здесь дальше больше, и, короче, такая вот ситуация. Для горских народностей Северо-Восточного Кавказа, Дагестана до Осетии свойственна определенная общность обычаев и психологического склада. Различия есть, но сходство больше.
Это свидетельство о глубокой древности местного этнического субстрата, поскольку народы эти были все же разобщены, и для выработки общих обычаев и общих взглядов на вещи требовалось длительное время, измеряемое тысячелетиями. Дагестанцы и осетины так иначе соприкасались с внешним миром, но горные нахчи до XIX века жили более замкнуто, и в старой культуре в большой мере сохранились древние черты и особенности, несколько непривычные для тех, кто воспитан на началах современной европейской цивилизации. Вот. Правда цивилизации. Правда в середине века в горы Чечено-Ингушетии, правда в середине века 19-го имеется в горы Чечено-Ингушетии, в советское время, проникло христианство, говорит. Однако местные жители приняли лишь его внешнюю, обрядовую сторону, а суть христианского учения не только не повлияла на народную психологию, но даже не коснулась ее. В условиях родового быта, когда каждый род был замкнут в себе системой, а весь остальной мир считался для членов рода враждебным, когда аргументом в решении спорных вопросов была сила, не было места таким понятиям, как милосердие, справедливость, различие добра и зла. Ай, ё-моё, если бы, конечно, не было подтверждения, что написал ее еврей в начале 20-го, Аркадий Гольштейн написал в начале 20 века, я бы сказал, кто эту книгу мог написать, однозначно, кто ее написал, по крайней мере, под чьим влиянием, это же нужно быть, говорит, не было, говорит, у них, то есть у нас не было, говорит, справедливости, добра, различия между добром и злом, милосердия, понятий, таких вообще, говорит, среди нас не было. Всему этому народная мораль предпочитала более простое и понятное суждение. Если сумел, значит молодец. Рецидивы такого взгляда на человеческие отношения имеют место и теперь, что в частности выражает обычаи умыкания девушек, которым к нашему стыду не изжит окончательно до сих пор. Конечно, все видели фильм «Кавказская пленница». В действительности все происходит грубее и совсем не смешно. Если молодому человеку, который намерен жениться, родители не посватали невесту, или у него нет денег на Колым, или его родители отказываются выдавать за него, или ему приглянулась девушка, которая не откликается на его ухаживание, либо с которой он просто не знаком, то в таких случаях применяется насилие, осуществляемое обычно с помощью 2-3 дружков. Описание, конечно, жесткое, конечно, здесь. Закон предусматривает строгое наказание за умыкание невест, да, сейчас даже, причем более строгое невест, но оно остается безнаказанным, потому что ни девушка, ни ее родители, как правило, не обращаются в суд по этому поводу. Девушка считается опозоренной, и никто другой на ней не женится. Закон здесь ничего не поделает. Этот отвратительный обычай исчезнет только тогда, когда в психологии народа выработается отношение к насилию как к деянию безнравственному. То есть мы, оказывается, еще безнравственные. Подожди. Это Аркадий еще про фильм «Кавказская пленница» знал? Да, книга же написана 1977 год. Книга написана 1977 год. Москва. Конечно, знал. Я тоже сначала так сразу заметил это, но книга написана в 1977 году. А фильм «Кавказская пленница» снят чуть раньше, если я не ошибаюсь. Это себе так. В средние века, говорят, нахчи и ингуши испытывали влияние грузин, страны древней и развитой культуры. Но нельзя переоценивать это влияние. Во-первых, вряд ли оно было сильным в условиях отделенности этого района от культурных центров Грузии. Во-вторых, ограничивался период 11-15 веков. Оно впоследствии заглохло. Замкнутость жизни горцев, застойчивость их быта, оторванность от внешнего мира, без оживленных связей, из которых никогда
некогда, как известно, не поднимались высокая культура ни одного малочисленного народа, тяжелые условия существования, при которых главным делом мужчин была война, что отвлекало лучших и наиболее деятельных представителей народа от продуктивной занятости. Все это привело к тому, что культура нохчи и ингушей, какой она оказалась в 18-19 веках, была сравнительно невысокой. Грамотеями и ремесленниками, кроме строителей. Здесь в то время были главным образом выходцы. Вот, смотрите, в веках это грамотеями и ремесленниками, кроме строителей. Здесь в то время были главным образом выходцы из Дагестана. Семенов сообщает, ни один чеченец не знает, сколько ему лет, что совершенно согласуется с представлением о времени у народа, не имеющего письменности. И в то же время поразительно, насколько высока была у нохчийцев культура поведения, что вообще свойственно кавказским горцам. Им умению соблюдать этикет во многом можем поучиться даже мы, представители городской цивилизации 20 века. Кавказские горцы отличались несколько церемонной вежливостью. Если даже в каких-то случаях она не следствие искреннего доброжелательного отношения, а лишь форма, согласитесь, что это все же лучше беззастенчивого хамства, являющее обычной нормой общения в иных местностях. В древности человек конечно, здесь я же об этом говорю, есть на кого ссылаться. Удивительно родственность спайки горцев. Так, что выжить в древности, человек в одиночку был бессилен перед внешним миром. Чтобы выжить, нужно было объединиться. Лишь образовывая коллективы, люди могли сохранить себя. Естественным коллективом было объединение родственников. Это и привело к удивительному родственной спайке у горцев. Верность фамилии сохраняется и теперь. Нам может, то есть здесь не говорится о том, что вообще фамилия, верность фамилии здесь имеется в виду, что вот эта фамильная тема была внесена вообще в Центральный Кавказ к нам в Нохчичу только в 19 веке, как ни странно. Так, был бессилен перед внешним миром и так далее, и так далее. Естественным коллективом было объединение родственников, это так, это живущий. Нам может представиться странным, когда чеченец, живущий в городе, получивший современное образование, и, как нам кажется, такое же, как и мы, воспитание ничем будто не отличается от нас, скажет, я должен поехать туда-то. Зачем? У меня там брат живет, и я его уже месяц не видел. Немного совестно станет, когда вспомнишь, что твой брат живет в одном с тобой городе, и ты не видел его полгода или год. Фамилия – это круг родственников, происходящие от общего предка в 8-10 поколении. Нохчи или ингуш, или осетин может перечислить, или осетин еще, может перечислить последовательность имена 8, 10, 20 поколений своих предков. У дагестанцев этого нет. Там не помнят своих предков дальше деда. Причина этого в том, что нахчи и осетины, у нахчийцев и осетин родственные объединения были фамильными, а у дагестанцев они представляли собой родовые общины, внутри которой фамилия не составляла обособленной группы. Это, кстати, отразилось на отличии архитектуры дагестанцев с одной стороны и нахчийцев и осетин с другой. У первых поселения были едиными. Поселение было единым домом, крепостью общины. У вторых обычной формы поселения являлась фамильная крепость, замок, состоящийся из семейных башен.
Зная значение рода в жизни горцев, можно понять, почему они так радовались рождению сына и были безразличны к факту рождения дочери. Сын оставался членом своего рода и таким образом содействовал увеличению его силы. А дочь выходила замуж, уходила в другой род, и дети были уже его членами. Инстинкт, конечно же, здесь конечно, очень много написано, и я даже не знаю, насколько это вам нужно, интересно ли. Но передергивание очень сильно, незнание материалов, очень мало знает материалов о происхождении Нохчи или ингушей, очень сильно перекидывает на сравнение с Дагестаном. Ну, я так думаю, что здесь, в принципе, они в основном брали материалы и использовали материалы именно дагестанских ученых, и база научная была непосредственно взята у них. Вот. Честно сказать. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Да. Конечно. Здесь, конечно, есть очень многие моменты. Помните, я вам рассказывал? Здесь есть... Так, хотел вам один момент зачитать. Здесь очень много интересного материала, особенно здесь написано, я достаточно исходил Кавказские горы. Так, сейчас. Когда Чечня еще не была покорена, русский чиновник Зиссерман, когда 22-летний энергичный молодой человек посетил ее самый отдаленный участок общества Майста, проник туда со стороны Грузии. Привожу его рассказ об этом. Приходится пользоваться старыми свидетельствами, чтобы представить себе жизнь среди той архитектуры, которая теперь покинута людьми, мертва. В Муцо жили несколько семейств кистин, переселившиеся сюда, скрывающиеся от преследований кровомстителей. Один из переселенцев, Лабуро, вызвался по моему желанию сходить в Майста, узнать, что там делается, и если окажется удобным переговорить с одним из тамошних вожаков о моем намеревании посетить их. На третий день он возвратился с весьма благоприятными известиями. Самый удалой и почетный из майстинцев Джоколо заверял, что я могу смело прийти к ним и положиться на его слово
и священный закон гостеприимства. Недолго думая, я решился привести, это тот самый Джокола, о котором мы говорили. Корректны ли вообще эти сравнения чеченцев с астинами? Где чеченцы, где астины? Нет, там идет речь о чеченцы, ингуши и осетины. В войнахе имеется в виду. Здесь идет корректно. Почему? Потому что здесь идет речь непосредственно о том, что они сравнивают культуру. Чеченцы и ингуши, она единая культура, поэтому они с соседними, вот сравнение корректно, некорректно, сравнение они делают не с родственными, а вот с соседними народами. Дагестанцы с одной стороны и с другой стороны осетины. Вот для чего это делается, сравнительный анализ. А не потому, что там правильно или неправильно. Так вот, про Джокола. Так, на третий так. Один из переселенцев Лабора вызвался по моему желанию сходить в Майста, так и Джокола заверил, что гостеприимство. Недолго думая, я решился привести свою затею в исполнение 18 июля 1848 года в сопровождении Лабура, одного Хивсура из Муцо, моего Давыда и рассыльного Далакашвили, опустился пешком в путь, взяв с собой всяких запасов на несколько дней. Не доходя несколько верст до Майста, мы были встречены Джокола и с двумя товарищами, поздравлявшими нас с благополучным приходом. Джокола, стройный горец, лет 30, с блестящими карими глазами, темно-русой бородой, ловкий, полный отваги, протянул мне руку, которую я принял, выразив благодарность за доброе расположение и готовность познакомить меня с его родиной. Часов около 12 мы наконец-то вошли в аул Пого, дом Джоколы. Я достаточно исходил Кавказские горы во всех возможных направлениях, но ничего угрюмее, мрачнее ущелья, в котором расположены 3 аула общества Майста, я не встречал. Бедность жителей самая крайняя, за совершенным отсутствием не только пахотной земли, но даже удобных пастбищ, все ущелье почти ряд голых неприступных скал. Лучи солнца проникают в него на несколько часов, а зимой, вероятно, весьма редко и не более как часа на 2. Все достояние жителей – оружие. Да несколько коров и коз. Соседи они весьма беспокойные, и хищничество составляло их специальность. Таково это общество, подобному которому едва ли можно встретить еще где-нибудь. Несмотря, однако, на бедность, для угощения зарезали барана, которого тут стали варить. Дым, не находя выхода, клубами подымался к потолку, давно уже поэтому принявшему лоснящийся черный цвет. Вся деревушка состоит из двухэтажных башен, в верхней части коих помещаются люди, а в нижней коровы, несколько овец и запас кизяку. Хозяин долго рассказывал мне о притязаниях мюридов. Вот тут я прошу заметить. Здесь вопрос. Башлам, неплохо было бы пригласить на стрим грузинского историка Чухуа. Он в разговор с Бузан сделал тому замечание о политизации бузуртановым термина дзурдзуки. Да я бы пригласил, у меня нету с ним связи. Если у кого-то есть, скиньте ссылку, с радостью мы пообщались бы, я бы поговорил. Я просто-напросто, у меня нету с ним связи. Вот в этом проблема. Хозяин долго рассказывал мне о притязаниях мюридов укрепить между ними мусульманство, о том, как Майста еще недавно состояла свою независимость, прогнав толпу окруживших его деревню по приказанию Шамиля. Затем в своих набегах мелкими партиями в верховьях Алазани, откуда он не раз приводил пленных кахетинцев и так далее. После ужина он развлекал меня игрой на балалайке, пел
плясал, одним словом, старался выказать полнейшее радушие. Я предложил ему побрататься, на что он с радостью согласился. Я подарил ему 3 серебряных рубля и пистолет, а он мне отличный кинжал. Утром человек 15 собрались поздравить меня с приходом. Поблагодарив их, я обещал им дружбу, готовность быть при случае полезным и просил их жить, как добрыми соседям подобает. По моему предложению затеяли стрельбу в цель. На расстоянии 200 шагов была поставлена расколотая палка, и в ней пожертвованный мною серебряный рубль, служивший целью и призом. Много было отличных выстрелов, опрокинувший даже палку, но рубль все еще оставался на своем месте. Наконец, один старик, стрелявший уже 2 раза, с некоторой досадой передал ружье своему сыну, лет 10 или 11. Тот весьма проворно сам зарядил длинную винтовку, уселся на землю, уперся в коленки, стал целиться и выбил монету из палки. Нужно было видеть торжество мальчика и радость отца. Впрочем, у горцев это не редкость. Я в Шатили не раз видел, как мальчишки 9-10 лет по нескольку человек упражнялись в стрельбе в цель с большим искусством, попадая едва заметные точки. При появлении неприятеля многие из мальчиков выбегали с винтовками на тревогу. То есть здесь есть моменты, которые непосредственно это уже по границе с Грузией, про Джопола. Мы это обязательно тоже, конечно же, прочитаем, если вам интересно будет. И дальше просто задавайте, и прям, если есть вопросы, задавайте вопросы, если есть пожелания, там, как говорится, сегодня. Но здесь идет ссылка, этот Джогола впоследствии переселился со своей родней в Кахетию, где основал и ныне существующее селение Джогола, или Тугаюрт. Население выходцы из Чечни. Вот здесь написано, это как раз таки, не забывайте, это книга 1977 года. Я не говорю здесь только из Чечни. Но, поссорившись с местными князьями, снова убежал в горы. В этом районе Грузии есть еще несколько других селений, жители которых считают себя христианцами, но христианами. Это уже речь идет непосредственно о бацбийцах. Их предки покинули Чечню во времена, когда ею правил Шамиль. Примечания там и так далее. То есть Джогола, по рассказам, Джогола не был первым, кто переселился туда. Вот были еще раньше переселившиеся туда чеченские христианцы. Вот так вот. Там чеченское селение Салхан. Так вот. Задавайте вопросы. Так как-то.
Ладно. Что молчим, чего ждем? Или обязательно должно быть что-нибудь такое пафосное, чтобы поднять панику? На сегодня оставим это. И давайте еще один материал, который мне вчера прислали. То есть были недовольны по поводу фиксации и рассказа моего, который касался Сунжинского самоуправления. Давайте я вам зачитаю другой документ. Теперь, по касаемо Сунжинскому району, по нему есть здесь некоторые моменты, которые вам станут тоже интересными, как и мне, надеюсь. Сунжинский автономный округ по самоуправлению, приравненный к губерниям, конечно, не имел ничего общего с ними ни по территории, ни по величине населения, ни на количество населенных пунктов, ни по экономическим, культурным показателям. Это был по существу маленький самоуправляемый район, территория которого равнялась 1185 5,5 квадратных километров населения, составляла из 34 808 человек. Населенных пунктов, в том числе и мелких, насчитывалось всего 20, и они объединялись в 9 сельских советов. Сразу перекидываемся, чтобы было понятно. Здесь вот уже мы отошли от Аркадия Гольштейна, а сейчас уже другой момент. Насчитывалось, так, хозяйственная жизнь округа находилась в глубоком упадке, глубоком упадке. На ней губительно сказались последствия гражданской войны, создавшие репрессии новой советской власти по отношению к казачеству, всяческие реквизиции, поборы, конфискации и прочее. Некогда развитое полеводство зернового направления стало экстенсивным, животноводство захерело. При этом неожиданно для окружкома не менее решительно выступили за вхождение в Чечню, Чеченскую автономную область и населенные пункты северной части округа, которые во всех прежних документах, краевых и окружных, определялись как вступившие, в том числе и по желанию населения, в Моздокский район Терского округа. 17 октября 1928 года председатель Сунжинского окружкома Богучаров, предпровождая в административную комиссию Северо-Кавказского крайисполкома решение пленума сунжинских населенных пунктов, вынужден был сообщить, цитирую: пленумы стансоветов населенных пунктов северной части округа, которые должны отойти по постановлению пленума ОИК Сунжинского райисполкома к Терскому округу, выразили желание от округа Сунжинского не отделяться и войти, то есть не отделяться от Сунжинского района и присоединиться к Терскому. Нет, они говорят здесь и войти вместе с округом в состав Чеченской автономной области. Край административная комиссия и, видимо, другие краевые органы отрицательно относились к постановлениям северных сунжинских населенных пунктов присоединиться не к Моздокскому району, послушайте, не к Моздокскому району, а войти в состав Чечни вместе со всем Сунжинским округом. Под давлением краевых органов отступились от их требований сунжинские окружные, а затем и станичные власти. Тогда сунжинские северяне, и это были жители станицы Терской, 4 прилегающих хуторов, повели самостоятельную борьбу за право войти в состав Чечни. Чтобы вы знали, вот эти хутора, они сегодня не находятся в составе Чеченской Республики. Это селение Терское, это Октябрьское, это Предмостное, ныне раньше она называлась Чичбалка, это не доезжая до Моздока, с левой стороны, левостороннее селение. Вот сейчас речь о них идет. Войти в состав Чечни. Длилась эта борьба около 3 месяцев. Убедившись в том, что
ни краевые, ни окружные власти не собираются их включать в состав создаваемого для передачи Чечни Сунжинского района. Сунжинские северяне решили добиться этого без всяких вышестоящих органов непосредственно. С этой целью на общих собраниях жителей станицы Терской и прилегающих к ней хуторов выносятся постановления настоятельными просьбами к чеченскому облисполкому, обкому ВКПБ об их принятии в состав Чечни и присоединиться к территориальному примыканию к ним на теречному району Чеченской автономной области. В Грозный направляются посланцы и ходаки с наказами и письмами, вышеупомянутыми содержанием. Кстати, даже деньги на их проезд командировочные жители сами собирают среди себя. В заявлении общего собрания граждан станицы Терской исполкому, это сегодня Моздокский район, чтобы вы знали, который относится к Северной Осетии. Речь об этом идет, прошу не путать. Вот интересные моменты, которые я вам говорил. Станица Терская с хуторами Терскому округу несправедливо и неправильно. Станица Терская еще в дореволюционное время не входила в состав Моздокского района Терского округа и экономически одинаково имеет тяготение к Грозному и Владикавказу. Напротив, проявившиеся в это время неофициальные и официальные притязания Ингушетии на земли Сунжинского округа руководством и населением округа отвергалось и даже не рассматривалось. Такое же отношение к ним проявляли краевые должностные лица. То есть вообще не относили, говорят, никаким образом к Ингушетии не относили. Сунжинский округ Северо-Кавказского края упразднить, распределив территорию его ниже следующем порядке. Станицу Терскую с хуторами Октябрьская, Майская, Предмостная, Нижние Бековичи также хотели присоединиться и войти в состав на теречный район Чеченской автономной областью. Но Северо-Кавказского края приняли решение тогда, чтобы включить в состав Моздокского района, Терского округа. Второе. Остальную территорию в составе станиц Слепцовская, то есть они тоже, чтобы было понятно, вот эти 4 селения, которые которые просили Терская, Предгорная, Майская, я там жил, я знаю, где они находятся, то есть это фактически правая сторона от Моздока, прилегающая к Моздоку, вся эта местность. Они тоже просились присоединиться к натеречному району, но им отказали и присоединили их к Моздокскому району Терского округа. Остальные территории в составе станиц Слепцовская, Троицкая, Карабулакская, Несторовская, Вознесеновская, Асиновская с хуторами Давыденко, Акиюр, Чемульга включить в состав Чеченской автономной области, образовав на этой территории округ на правах района с центром станицы Слепцовской с наименованием Сунжинским. Ликвидацию округа произвести в порядке инструкции в ЦИК СНК РСФСР от 8.10.1923 года. Вот таким образом был вопрос касаемо непосредственно Сунжинского округа и как они хотели присоединиться и кому хотели присоединиться. Здесь нету речи о лобби, то, что лоббировали, что кто-то пытался там такие фамилии. Здесь все на уровне местных властей или общекраевых властей. Все это рассматривалось и кому они хотели присоединиться. То есть даже фактически в этом случае, потеряв еще 5 селений, которые из перечисленных, несмотря на это, потом в дальнейшем еще какие селения я вам только что перечислил, да? Мы потеряли этих 5 селений, хотя они, опять же, прошу не забываться, они сами проявили желание и говорили, что они хотят войти в состав Чеченской автономной области. Но, видите ли, власть того периода решили так. Вот. О Моздоке речь, конечно же, не идет, но остальные все селения, которые были в верхней части, хотели примкнуться с Сунжинским округом
полностью к Чеченской автономной области. Присоединились. Это после уже 1934 году уже объединили и Ингушетию добавили. А вот после расхода мы потеряли, плюс к этим 5 селениям, сейчас с договором в 2018 году оставили вот эти спорные территории. Ну, сколько там оставили? 6 селений. Вот такая вот история. Это по документу, который тоже архивное управление, документы все с архивного управления. То есть это ни для кого не секрет. Сотни раз рассматриваем, смотрим, говорим, но есть люди, которые понимают, есть люди, которые не понимают. Задавайте вопросы, если у вас есть, чтобы не терять наше время. Уже фактически час я вас мучаю, много мучить не буду, завтра многим на работу. Наверное, сегодня наш эфир и стрим будет часочек, чтобы просто все, что вчера задонатили, сегодня мы уже как бы используем для эфира. И как же ингушские земли, да, ну, вы видите, да, здесь никогда никакой речи не было об этом. Да, и, кстати, я так понял, нарнеец под названием Алекс, который сидит, я так думаю, это наш замаскированный русик, пытается там писать комментарии. Он написал по вчерашнему эфиру, наконец-то там Башлам стал якобы цитировать слова. Я не цитировал слова вашего сказочника нарнийского. Я ответил на призыв, ко мне зашел в эфир Черту, наш подписчик, он сказал, видел ли я запись? Я сказал, нет. Он мне выслал ее, я сказал, окей, я послушаю. Разбить или разоблачить его ничего не стоит, и я отвечу завтра на этот вопрос. Но поскольку этот ролик длился всего лишь 10-11 минут, и он остро затрагивал вопрос, и сегодня первый единственный наш донат от брата Адлана. Адлан дал саэл булдиснег эзачка соудолил. Огромная благодарность всем, кто поддерживает нас. Задонатил Адлан. Вот. И так, поскольку это особенно значимо для нас, там вопрос не идет о том, что там какие-то взаимоотношения или о чем-то касающемся вашей республики. Здесь нету об этом речи никакой. Я никому ничего не угрожал, ни народу, ничего. Но обсуждение нас как народа, как этноса, о наших взаимоотношениях с нашими восточными соседями, или то, что происходит там с там по проблематике Ауховского района и все остальное, в любом случае, это не дело людей, которых не просили это комментировать, не просили совета, ни руководство Чечни, ни руководство федерального, там, не знаю, ни Москва, никто в это время не просил комментировать и рассказывать, и разжигать межнациональную рознь. Я ответил, я не цитировал слова этого долбозвончика и так далее и тому подобное. Вы не забывайте. Я вам дал послушать, я вам высказал, показал, что это карта, на которой кисты или кистинцы зафиксированы, записаны как чеченцы. Их называли. И эта карта от Владикавказа до Андийских гор, и там написано везде кисты. Само собой, здесь подразумевается кто? Я объяснил, кто подразумевается, что подразумевается, показал эти карты, где кистинцы записано, в основном везде записано, если на всей карте написано, это имеется в виду чеченцы. Я не знаю, почему там целую дифирамбу написал, ты собираешь там, донаты. Алекс, если у тебя проблема, а я думаю, что ты не Алекс, а ты тот же самый долбозвончик, которого мы обсуждали, если у тебя проблема с какими-то этими донатами, чтобы ты понимал, общее даже взято, там не набирается, даже если ты там думаешь огромной суммы, их нету как таковой.
Если там соберется 1000 рублей, там 1500 рублей, это и то. Я на них ничего не смогу даже сделать, чтобы ты понимал. Я не живу за счет них. Я благодарю людей, которые поддерживают наш канал. За 10, за 50, там, за 70 рублей, за 100 рублей. Без разницы. Я благодарю людей. Но вы прямо вот, чтобы... Вот я сделал стрим, по его пониманию, тупой его башке, я сделал стрим для того, чтобы там... Чтобы задать... Нет. Нет. Вопрос шел о том, что сейчас тяжелое время. Ауховский вопрос, он тяжелейший вопрос, который невозможно решить уже на протяжении 70 лет. Наши взаимоотношения с соседним регионом, с Дагестаном, как это нужно делать и что нужно делать, мы решим сами. Не ваше это дело, вам влазить не надо туда. То есть поднимать снова и снова. Я понимаю, что вы за счет Дагестана пытаетесь поднять вот эту тему, опять свою бурлящую там и так далее. Вы же заметили, что Башлам, аккаунт этот открыт у тебя? В смысле аккаунт? Этот аккаунт у меня открыт. Он у меня в свободном доступе. Лайв у меня закрытый. А этот открыт. Вот. В данной ситуации, которую я рассказывал вам и показывал, когда он там начал обсуждать какие-то отношения со своим правительством, я туда не влазил. Говорите, что хотите. Это ваш глава и ваш регион, меня это не касается. Но если вы обсуждаете непосредственно наш регион и наши какие-то проблемные вопросы, или же выдумываете, говоря, что мы там относимся к каким-то районам, как к людям второго сорта, третьего сорта, как к своим артефактам или трофеям, вот эти слова немножко, конечно, они обидные. Это с чего вы вдруг так, где это себя показали чеченцы так? Никогда этого не было, и на Кавказе это никогда не прокатит. А называется это как раз таки больше похоже на подстрекательство, разжигание. Поэтому я ответил на этот вопрос. Мне сказали рассмотреть, сделать стрим небольшой, 10 минут. Я этот ролик объяснил, по карте объяснил, где врет объяснил, что не надо обсуждать объяснил, чтобы людей не обманывали, не велись на провокации. Все я объяснил, все, закрыт вопрос. И никого мне там, кого-то цитировать не нужно. Башлам Хинц от территориальной ответственности Яцбош Дючду Дагестана и Хундина царь Эрдари от Сумнахлец. Башлам Хинц от территориальной ответственности Яцбош. Но это, опять же, это не дело наше, МНС Саду. Это, в принципе, какие-то внутренние вопросы Дагестана. Я углубляться в них не хочу, не буду, и это не мое дело, честно сказать, и не ваше. Ойбал Бацер. Малгобек во время Второй мировой войны был в составе Чечни или Ингушетии. Во-первых, во время Второй мировой войны не было ни Чечни, а была Чечено-Ингушская. Малгобек, сам город, когда создан Малгобекский район, в 1934 году создан Малгобек. До этого он не назывался Малгобеком никогда, он назывался Псидахский район, это был главным селением Псидах, районным центром был Псидах, но Псидахский район был. Вот так вот. А все остальное время, что касается верхняя часть, это эти земли входили в Сунжинский округ. После присоединения к Чечне, какие селения вошли, не весь Малгобекский, а там частично Малгобекский район входил в состав. Амш Андко, это аккаунт, добавишь, если он запрос отправит. Это тот кабардинец, который о Малгобеке писал. Да без разницы, конечно, пускай. И одна наша сестра задонатила, Зура задонатила, Зура дал сайл, будущник эзершка соудолил. Но если отправить, да, добавлю, конечно же добавлю.
И, как вы знаете, вот до того, что было, что касается периода, там есть разные периоды, некоторые пытаются этот период перекинуть во время чумы, кому оно там после чумы прошло огромное время, передали эти земли, точнее Бек Черкасский продал эти земли, псидаховцы выкупили свое селение, а Бек Черкасский продал царская Россия, это еще, то есть до советского времени. Малгобека тогда и не существовало вообще. А Малгобек, Псидах, все они находятся на землях Малой Кабарды, некогда существовавшей Малой Кабарды. Ассалам алейкум. В первый раз правильно сказал имя, с того всегда Заур. Алейкум салам, правильно сказал имя, а то всегда Заур говорил. Это тот кабардинец, который Амалгабек написал. Не понимаю, как под кистами могут подразумевать ингушей, если после появления названия Чечня мы видим, что ингуши и Галга это два маленьких племени. Ну, пишут Бек Бошдуаш Хеч Мекшваца. Ну, Мекшвала Ваца это не наше, я же вам говорил, и Бек хан, и Бату хан, и все, что касается эти имена, вот как раз таки остаются с тех пор, и ничего не меняется. По присоединению, я вам сказал же, по вопросам, которые по присоединению и тому, как Сунжинский район, как он присоединился в Горской республике, все остальное, это понятное дело. Что касается конкретно притязаний по Малой Кабарде, ну, после 1830 года, 30-е годы, 1840-е годы, уже во время, когда уже имам Шамиль был имамом Чечни и Дагестана, 40-е уже ближе к ним, 39-40 год, Малая Кабарда уже давно не была под влиянием кабардинцев, не имела к ним ни отношения, как ни странно. Вот. Земли эти, конечно же, потом уже то, что были переданы, это понятное дело, и заселены. Вот. Переселены в эти земли были и Уастхой, и в Псидахе переселены, туда поселились чеченцы, первые чеченцы, и Уастхой там поселились. И крайне редко там были ингуши в этот период. А в дальнейшем уже, когда начали распределять земли, когда произошло, грубо говоря, переселение астхоевцев, то, конечно же, и самое большое заселение этих земель было после конфликта между ингушами, осетино-ингушским конфликтом. Вот после этого уже переселились с пригородного района, многие переселились, по крайней мере, так говорят очевидцы и жители этих земель, астхоевцы, которые связывались со мной, рассказывали, как и почему там их так много. Да, там есть, конечно, вот эти списки, в которых говорится, что там ингуши, там столько-то, там чеченцев столько-то они показывают, но это уже ближе, если я не ошибаюсь, это уже в период после того, как советская власть начинает укрепляться, а это время уже немножко иное. Мы о более раннем периоде. Где вы, старая гвардия, говорит Магомед. Мухаммад задонатил с таким названием. Где вы, старая гвардия, если я не ошибаюсь. Не знаю, где старая гвардия, новая гвардия, но очень приятно бывает, когда я вижу
старых наших подписчиков у себя в эфире. Да, кстати, документ вот этот, короче, который мы говорили там, да, помните о Моздоке, что там чеченцы, не чеченцы там проживали, основали, кем-то там были. Юний Успанов тоже рассказывал. Вот как раз таки это вот для меня, реально для меня, Башлам, инсту обновить ему надо, пишет, завтра 20 часов будет. Нет, завтра не будет эфир. У нас эфир бывает пятница, суббота, воскресенье. Пускай эти 3 дня следующие, то есть, если мы до этого доживем, пускай, а так завтра не будет у меня и возможности нету, и варианта нету, чтобы это сделать. Ну, извини, братан, извини. Как смог, так сделал. Так что передай Зузи, пускай в пятницу, субботу, воскресенье, вот в это время следующее, пускай приходит, расскажет мне, может, что-то новое расскажет. Вот. А для меня реально новое было, то есть имеется в виду, я не знал, что вот это Первомайское, Октябрьское, Терское селение, что они некогда хотели примкнуть, то есть и они хотели войти в состав, были в составе Сунжинского округа и хотели там быть в Сунжинском районе, примкнуть Чечено-Ингушской автономии, что оттуда люди поехали, что они хотели присоединиться к Натеричному даже району, не столько к этому. То есть реально это вот то, что передали и примкнули к Моздокскому району, это вот реально крутая тема. Для меня, по крайней мере. То есть я знал, вот были слухи, полевой материал был, что он раньше назывался Чеченская балка и так далее и тому подобное. Сейчас там в основном проживают все кумыки. Ну, Моздок фактически и так наверное, уже в основе своей как таковой это в основном это кумыки, большинство. Потом осетины, наверное, есть немного. Русские вот так как-то распределен. Нет, есть грузины там. Но терские казаки вот так распределено. Так что это как-то так, эта ситуация. Кабардинцы, само собой, тоже есть там. Ну и наши. Так что там кто-то, ролики, которые рассказывают Моздокш и так далее, это, конечно же, не так. Ибраим, есть там что в Ютубе? Народ живой? Есть вопросы, вопросики? Гипотетические вещи, конечно. И мы вот все-таки узнаем все больше и больше, все много новых моментов. Башлам, вайкам хирдош дуй, вайкам хирдош баха, я хирдош дуй, е лулхуаш жим латнеш хадоша, ду урдуй хаз озд قام باشم وقام خیردوش دو قامان ثاني شيكوي وش وقام خیردوش دو یا دوش دو و عودة تخلشان ناش جديد مديت سر و ات يازن دو جاينا ده تبتر ده عشان شلوش كي برموله وين علمان يازن جوتي علمان شو يازن شاه طول بعش قوش خينا شول أخت أول بعش قوش خينا يازن دو تبترو جاينو جوتي شو يازن شو خوبا نخشش نيوقع بات نخش قيد عبيش بيتر بوس قيت شعر سباربا تيبنش يوقع يرش يوقع شين تمش بيش غوشي وش سجاحة ساق إلى خيتان باتسرت أون دويج نيس وتير بوشة إيش تمش تو تير تخينا دوين دا يازن حدوش دوي كزجا يسنقي وجب عايشو قاتش تو ديتين دول هم دعدال بعايشو أوي هينسا إزجا حالدو
ويقام خير دوي ويموخ خير بوي ويخز ديخر دوي ويحيق أو دوش خير دوي بوشتل خطر شا ويدوحر ويقوشك دل ديزوي ويغوشي مو لارن بوي مو غلق دوي غوشي حجرت إخواتر لدوخر غناق وستر لاترن ليرن برت برن حيق أو دوش حني همان بالخ لأر دولار تاني ما سير داتس إيه كيجر خواش داتس إيه داق حلقش بويزود بيري تير بارتس خلش اتهمان تاني قان ليش دين عنان وما بوش تان بيري تار هو بيش خي أردو تار هو اردو شي كيجي بيشك شي موخ بيز شي قام ديز شي تيب ديز شي موخ بيز إير ما ده تار شينا اتيا يويتل بقيتل طولو ايفون يلش عني قيد ديك باخم إخي يتربو تسان ديك مشان خلش عني باخم إخي يتربو Нет, зум снайпер, он пока не в курсе. Но это мы на закуску, как говорится, оставили. Вот, Сундера إسندل همشة خاترش وعتل شينا دحرة أس يغد أخبه سو لو حكم وعس لقر يلقر سو شو نوخشو شون سان سي موحك بيسون صدق لزنبو إيه داق علمان ثاني بوغ حاج غيرش سين خوك داديت غيرش سين سوق داديش غيرش شوقي دادالو غيرش ليش وسو سون نو دو دير إسندل هم دو قبول شربالا باتسي سون سويلا دو دادا خوص هذا خاتور وش دنيا مالدل هم سند بالا بون سون خوش دون قدق هاري وجي أخشنش دعكيك وش 9 مليون تيجي 9 مليون هوقوزي إيشت أتني قميش تيشون إزيج مسل دالوش حيق أومخ لات خاتر داح غلقة لات خاتر داح أزدنجل لات خاتر داح عادت شغلات خاتر داح حيق أومن مو حي مخر مو حي يورتر مو حي جرجرش ناخدم لعت عن كيبر غنا واستلاس ديش خل مو ألا ح تادول شاشين خيل شاني حميل كور مشيان خلر حميل دوق أخش خلر الصبوش حليش خلر حق أم داتا حموخ باتا حتنا دوم دات يا مش جيش نحو إيش واتون يا إنجلس باتشال خابوشان إيش شواتون هاي يا ميلا ولا ميوش ماكا عش ولا عمل دوق تيجات إنو دلعتان ليش دينا قوشتو وين واتدل حال دين ثاني وين قوشتو شيء لا ملئنا تينو عاد أكتر شيء لا ملئنا مشان عي أكتر شيء لا ملئنا خوارد كيم عاد أكتر كيم عاد أكتر هند أكتر üç şey abu aşudu şey aşudu şey muhak İxilit hudiyaş duway وين يوقع برت خليت هودياش دوي ديل دول غالش تيعديات تتسحيش يلي الليدر لو تيعيات تتسرش تحب كيجي ميرز همش برت خير بوش وير واقر تشير تيعيوش ستق ولاح قروش خل غارت دوش خل يوحتع وتغيرش يهلك وتغيرش تون تا هو أغونيك دا تغيرش حق دلا هنا وصل دي يديكنيك دا غيرش ولا Если алуштол алп ха üç müş sa üç qidek diyaş volat saturdu atson lushtol alp saturdu atson diyaştol go saturdu atson lushtol hayqala iqiyatar wat asmiadelcha itsaqiyatar noha huma diyaş wat ha tiyaşlu shu hatabas wa bshay bas hay qoman tiyaşlu shu ay mahkan tiyaşlu shu masar taypan tiyaşlu ha masan lu qatiya حتى ديكو حشاد وقيدو نقشي قامودو اشتمدات نقشي قومن يقع يحيوش سيدوش خزنيسن شي مخكن قومن سقت وش ناخ مبوي اتعت بيش بوي تاريخ لات اتارولك يقناسي إبراهيم سي مثلا رولك يقنا إججاتينا إذا قويتش إسورت قويتش چوقواسين اسناق واستن إنوخشي قومخ وي خاخين خزخيات
İşte aç doğak şu iz, işte şiqe tat sprek ya şu Germania valla Belgiya valla aşu sun khazxat as sun der lagati pa etsun saalit jahti na oşum rolik çok asın. Noqchi volder vaysan noqchi volder khazxiyech qiyesh noqchishan gayt g'archi masal uyatser daatser tish di kommentaar. O İbrahimik ala tata uygazwan hunyadi as hayakdol qalorsh dati her dati sotsegaytni sunt привяз цейни ala tuha jalab qasin ban rolik dayak. As qussariqi qussariyat. Tsunak tarbal biyashuysa qinish batste. Igovor al-qidnoqcha chutsa qo'shayl vas. Novoy qiyech saxule. Если сатан деглазам аухой махкабаца, пенки зябаца, урду махкабаца, хункер махкабал, нохчиши са два глазам баца, царах лац асичухушята, язяшята, так сохунохчик андуючу, сохунохчи махкбючу. Уж цац абор балаш, шайдеймек, шайдейгис абор балаш. Бацаш, хар нохчичу хилиеш маю. دابغن چن خیلی یشور، صعبال چن خیلی یشور. هر دایس قیشیش یا سر دایالیش یا ای دایاقا ایزا پلیتیکش ریشت دوره دات. هر ریشت قوزه عشدال قوم ریشت دیش مدو. قاستم وای بیش مبو. وای دیک گیتا، خز گیتا، موقتال ربو خز دربو. وای یوغ یا غرچه کلت یا غرچه. يقعد صربو الغارش تانسا الغارش وقن وش الغارش وليلت أقول شنو قول دلا حرخلت إديش وران باش ويلا ويش حد أقا أصوت شوي أنشخينا دلا عديك أولم باشلام قد عساس ما بيلا حيبال أحودينا هديك دو اسم ديش در أحودينا سول هو دواش ألشا ألي عزان دقوال حانسو هدوية ساحة إيوالشا خيلا وات حخيلا تسخيلا واو خطا سنت افير ولا حبورش ولا حيوح دا قوتش واخا حخو بريتنزي شو حريز واتا حخو تسبي زنبو دا انا حبورش ولا تو إيالي هقو إيالي حيق دلوشتك حيق آلوشتك آل هونداش سمو هوند إخواتن أحس هوند إتسخوت إشتوى غوشت إخوش تسخلش حاش تسخلش مال بالي حابول نوخشي مال بوزي حابوش نوخشي تخوش باتا تعرف تحوي هو قام خلاري ستويسوي خودي خلاري ستويسوي او هوني هادن نوخشي حياس بو اخيرش نسقيه چرز باربات سوسي نوخشي قوم تعرف اللير نوخشي زود بيش قيه چرز دخش نيست داس باغا باق يوردو سو دين مالو سچو سميادو سيكيرتر تاستق يار وويتر وات يوار قيرن بات سودين ميلو سحال ميلو نوخشي شي نوخشي شنجل سون مالخي نوخشي وسون اوستوا نوخشي وقيتو نوخشي وين چنتي چين خو داي تيرو خلديارو پانكيزي عشرول نوخشي اردو مخكا عشرول نوخشي سي نوخشي شنجل تريس سو كوكشكر خادنا واتسو يغتقيتن بوش وات تحري ساعات سوي ساعات وجه ساعات دير دوس هونداش سي دابيت موات بولدر تخي بوخ تساق بولدر سيس نوخشل دولدر سون إديز أسقية شارك بول بيزي تسبيزي نيس دويداتي إساقيتن بوئي صدق وزن بوئي سو جيت حجر واتس يلي الغالط وش تونش بيش زعفت بيش توان بيش خينا تاكوارتن لرد عيوش يدي هونيا دي غاسق چونگياني هقو خريستيان كس دين تأيهتي هقو بوديزم تأيهتي إيغويش مصنع داغويت غيرش تاتويروك تو أخر استيبون يوخي هون هورازني تو تاتويروك شين دين خيتين موخ خيتين دايغان لير شولا جوج غتي بوغما هوندو بار جواش بو إدايس هوندو شتو نوخشي قومان سي هوندو وقشتو نوخشي قام سيسز هوندو وقشتو تو أشواتسون لو دايو مزلا قيش إسانيو همش هو قومان سي دي غاش ليرش بو هوندي أشتو ديكي نيكي ديتان دا قز حموالك خز نيكي ديتان
سون تاب شام يلا البط توقع أخبط بلشدين مربين هرين وجين سون حي أنا سون عيغ مش ملو سك أنزل بلا سو حرس ولا سو خز ولا إيش ولا سو دال إيش قلن سبتوش سو قلنو هر برمشت دعما قلنا أوزا خيروقي إيتيو نصو по крайней мере سي قومن زيادة غير شموات سونسو هو دواش قالت لو شموات سونسو سون ووش وتحانا ودنيا انت سون بوش دق مسو باتشاقع بوش كيجر خواس يوز ديش بو تحان ديك اساي نوخشي غوت ايقتني عجل ميلا غوت ايق زود بير دلع دات تخون يقع إشنش يخيل دات أو ديش تخي داي أدو شلك ديش عدو وشتو بور سي قومن سي حال أيبغاج سي دين دحر سي دين سي حال أيبغاج يو سي قومن سي حال أيبغاج سكوات شوعيات سون خلشاني سچوا بوچان خلشاني سهوسمان خلشاني سبيشن سنان خلشاني سدات اشتقيتن باتسا حق نيقطع اشتقيتن نوخشي چون خلي شوش باتسا حق نيقطع بول قيتما قوم دحر الله دع يو قومن دع يو حي تيبان دع يو تحر حي دوزن حي خصومن دع وتنديرا إيش تشيشي قيتن بولشة تسخولي أشوكيت إيش ديتر أو مصن حائي دوبوغ أيوات أقا مصن حائي دوبوغ داتي أما ويميالج أو بيخشة تسبيخشة غالطلش دوش تاوات ويدوش تيجا تعمو إردانو تعوز خيل شوز خيل إمت تيجوي إتسديتيت ناخيق إتسليل ديت ناخيق هور دينا مسل دوشون دالوش هور دينا أوخ مهكا أوخ يوچا خسا ويرتا قيشنا هور دينا نوخشش دورش دويش دو اتسيولش دولش دو غاز غنكش دولش دو غنكش دولش دو قيتشو نو يحيوش چخبوش مبوتي قلوا يقون خواه دقیقاً تاکر خبره و آخی نه هونی ادن شو شی هونی ادن اتاگی شو شی سولی ها مدیتا حتیر تیر دیر تانی تیر کوچ و مواس اون تر هولیل دم تا خوردین عشیت ام تانی شی محکی بیار زرباترتی شی تینو شو بیار زرداترتی شی دی قرچ بیار زرباترتیش باش سگتیش نه اسم باش خوز قی ایت شد اما دل دو قبش دقیق دما با نتیگ شی مخ که شی تینوش شی یورت چوبایشوش خرچویش بوسول بو باش لول خوای بو باش دیک نخ بو باش بول اش حیستوش باش نه چر تینوش داتسلوش ترگه دک با بو ات اخت اولت های قومو نوچش دیهر نوچش حاتات بولشر كورتيو چه هوني ادش سيلش سان هل معيت ما باغ بلح اش نخ باتق الليلوش بيش اش كزيك بلاج بلبو آلا تصوت دو غلزمو تصدول بانكزي دول دالش خينا زودري نخ اربوشن شابول نوخشي سگت داش بار تيگا بولش بانكيسي بولش نوخشي بانكزي اشبول وي كيستوشن باتقي دير بورق صدو حروش يزيش خور فيديو غلدوش خدوت يش خدات تيش بوش اشت خلما ديزي اشت اردو مكر صباح كنش خينا ها وينوخشي اردو مكرنش ات خونكر مك داميال وانق وي واش اللي خان قبش دابوچ تر فيديوش حياچ داچوكوش خونكر مكرنش صيا بول بل برت خل شي صبو شيوچ شادك يقولش ليوش ما دول سان غو دولش خنا وين غو ما دول يوروبيا تانوخشي جرستو ويچ ونوخشي او ناخل دول وينا اول نو ما دول иду نوخچلدو иду قام خلردو иду برت خلر
As qida gener laqar humstadüt. Politik şey minister ihum son da ta pitten derjwa şey pitten qasto gash bir nach batsas büchber. As düsteg muak qam lat adat غيلق özdingel idu düsteg. Etsuman sani diits luxweg ihum qasto luxweg ihum dela har işder ve hudiç hurder tiş ve huaç hurder tiş alır mettan nistur dari tiş ve hujain diez ve idarju huda diez ve alır mettana haçu şap yalak sa'uç son hu hayq adorş khiyç som ho balq sani qisho khanu asar toqsto yer efir şaş stream şaş تسأو شو ما تصدقين حتى يوشقا تصدقين هون هرلوي هون وجلوي يسونا تعمو داقلوش اكينش كيه تخير ايت الياشل ابختم اتن داج دقع دورشا ات احدياتا داج حاوسر توش بيش اخصباق شاستاق بوارشوك حاولي سوميشا عشو اسألة شون خاخا سوميشو عشو عال سمو عشو خاج sahuba mashruar tsana degini kegda so dünyan çamelo ya sağdı yok liyalla was ya yılları var. Ki sotni informacije, полевой материал, sve hajaču, serg bo šumadet, sergi dahar, diç dikhirdar tiješta boš. Masar ona ostal, še duagc endol čertu. Še svez joč bol bakki čer, šeš yazim tektaş daja hadayt. Allah deyres khil, Allah da duq da doş. Şun şey qam diyezi xa, muaq diyezi xa. Tığan as idit sa etto khilar. Tığan اشلوش دوشون داقة ويقومن ديبر دارجر ديشر ويتحين تحي خليتا ويموح خليتا اش تسيوق إلوش دول داق إدوشون اش ريبوست يوال يسمايلك خوات يوال اش يا شقود واش يا زوال اش تجي قي همش بوش دا دايس ياج يا قيل كيل تشارك حت ادول اولير اش يهوقع هواي دوش دوشون Teypnaş düçün, DNK üçün, erş üçün, gıllıqş düçün, vay muhaq düçün, vay historikş düçün, duqadek düç. Naxan bali der doçik. I bali der degi pitni, i deca xoşi, i dica xoşi mavatso. Asam laqar ilman mettik şaqma yaxa, i daxa eytarham. No as düçi, hunca düças, şunu bağlıca ba. دحر شنو بالسبا شو تصحبول شان بالسبا سين با سو سي قومن بال بغاج ي بيتن دغاج ي خلخيتر دغاج ي وخ وغاج والحري اس اتيشن بياكلي لوربر اس عند اتيشن بياكلي لتسبينا لا لدر لو يول هم لدر يو حق وقع نيستا دو ويقومن زيخر دو اول استعول دو قبول شان خزت صغيتي Sunder ist hauduk. Certo. Sadvatta savejre şu şadestuk. Sonra ostalo şu ullamyadu. Başlam khasa yurt noqçala duy au khuyuq yok şu. Sana khayna qays port eqatchals. Roy khatir. Terk eqatchals. Qays port eqatchals. Cha yeg imehtig. Au khoy maq. Khilqi. Bargat boş, noqçi aş boş, vaylat sankhayna khilq. Hins datsi. Taizer isba tqay çalışraha khartsus deşun behkan sani.
تتوى خي سولي موحكنتان تول حلقة دال قيالي على جير مولو حاوي عن نوخشي بوي شلك بياش اتس غزلري اتس قيس بخوار دي وخير دوين دا اس دي حار تركل دي حار دوين دا نوخشي هلك بياش اتس يوقي بياكني اتس اوخ موحكي حاليكني لوم حال بيخوي ويك ازق متك بيتنا ايك ازق متك حياقنا وعليكم السلام سندرة اس شو واخوي ويو حياقي زي ايق اميلشي اشوك مدية الا مدية بيتندو اي اوخوي موكرچانا شي لات شي خصمش شي ديقيرش حياق متك بيت اوي هوقع قيسة لترخ اش تشق دوش داتسي اش دقشة داتسي حيقلس علمانس عيدلس خلدي اشتوي هم خلشتك ولا تشقواس ولا تيا افير شو اخين اس حدا قان حق حاوي انا عيد له عاقق انا حدا قردو باهي با ولا حدا قل على حدا عاج وخدي له ولا حدا قال شو دا قردو دا قردات دا قردات حيق خلديس ديش ديب داخ نوخشي قام إدي خرش دياش حد عويد شو قيقن بيشو لدولو اش بيشبو تسلو اش بيشبو نو دوش بيشبو استان سندس دلير بيحكم بيل كرين دي ناحا ويا نوخشي متاح دحوري ورزعني قويش خلال قدق ال تعامدر ديسين اما دقر دالي يرسوني ايش حال دورش متك شبو وای خز دیسلو باخا ديلا نخ يوتسومش مايوشون جيزري مايوشون بوارش يوتسومش مايوشون نو اما ايش قومنت اتنا خنبانا دين قومنت اذا اوخوي مخكا عشبو اوخوي تشو حاج قبل قون خوي نايبش تيجا خلبو قون خوي دقا شيخ مرزا تار امتع عين شار نوخشش تيجا عين بول نوخشش ش اقي بالي اش قبش بالي اش نوخشي مبايش تار الدليلين قيمتك هينز جوشن قيتم بوي وي تباخ وي نوخشش لاتيني ميتك تباخ وي تيبانت اي ازوغاش دو ويتك إذا уже مثلا إذا قام يقول ديقر دقي دست مي هم خلصونخ أحتحتي بحلا اي بين وجتي بتعداقش خلص أسيتيا آلحة تانيش ديناحة شوز غي ات تيبدو عوخوي مخكاش تان يقيرا ات بخيت ات دلاح بخيت دلاح لام اقي تاني تارخ حبيولا وارست خواش تاني حبيولا تيبنش بيدات احتساق حقيش وجويش نوك دو بيتن خلصونخ اتمخكا اشتا بوق بالبو Så imna avhör makt biter bida ita chunas boştik as sundir bankezi elçhena hunditse maisto job ola viseres dishni doy seviseres doy tsa hayastvin halsa oybish tsa hal bah way nachchi ala сразу кич bu любой хунда олвай way любой масала hu way da ol او حقو اليرتين حقو ديسن سديسنا تامو سوي غوما تالا سوي كي تامو ديتا تالا يتقا باخا تباخا سديت اش خاتش ديش اش ديلدل خاتش هنجواب اصلو ديتا ديتوي دقا از خلدوتك دوز ديت دقا همش دو نو
أما قيتم بولشي إديش بيد خربريت يشوين خوخر دات يشتنخ إسلي بيد هيد ليوش ولا حق ألعت أحقا إتس غازق مشجيش سنة وآخينا أحش داخ أحتونج أشيك بيوتر بوشن ويتغان إن يقدحور بوشن أما سه نيق ثاني دعوة شوتشن شونا أش حق والأحشلاح سجروبي شو آخر دوش وسجول ميوق آخر دوش أش سلا آخر دات بوشة مشجيش ليل وش بقي بالخ إي عام دوشاش بوش علم لوشاش بوش أخش دل ديز أخش دل أحسوق ودوق يعني أز قويتر دون قانت $1,000,000 موداق ديز ألسو دعو الله يا تانا قاش تسمبوي كراد $500,000 دو подписаться да итца спонсор قي إتن подписаться да أولد أقدا دا غول حبود ويلش يبو كودو يبوغ وديش أولي دويتسوي أم ويديش ليرين بولنيط يح دويتي شوي ويديش دحر شي موك شي قام يح يح دون الخلا دنيا همش تحبر ليش سخلا إش تحبر دنيا همش ليش سخلا بحان دولشة كيرت قيتش سخلا توين عشو بيحكين بولا غاسقي اسكر ابصر خوش إنرش تسان خوش سخلق هقان هديدر هنداش وان تسان دلا يحل حجم عجنا وقم لا هو ميلو عدل شو تدل شو قينك حلوش كله ايتو حال دوش كله تاختصون دير تسال قاستوش سخلا دنيا هم خوش باقوش هات اقي هدا ديز وي ألا تسال سون هدا ديز هر كورال دي على اوز ديز وي شو لق باويو شو چونشدو üç ço boçaş bu o şun gerzlurdu şun şu şartneşliyolurdu şun egoşluru şun şu çonşdu a üç bat öyle tap yok kapitanda i pos çulteha so dadeli etun imajı okun ajmajı etun gomşik ve bu okun iş duru yok kapitanda öyle nohşi hoşi hallık هنا شيء تصدق ديل ich huma zu gehen doen da hadosh dosha khits jim dadosh do ole khitsun nam tajim khan yani aqa ha boy wa khoshi yer her wari yer wajwari Allah dela dinte döl hajj da diazosh erdos shun balet sawal Allah dela ho del dünyada şu dağ değiştir khayna ve masumalmış imamş mecdik çua masumette noqchi şu bu arbu bokudu howalle hoqan walle hoager leder loyala wuhum dela توب ده دوحكو وال نيسلو دال أعمال دق قلتي شا حدوحكو وال دقر حدوحكو وال حداليش ولاح شاق اندير وال روال بوشكل شا خويو تاوشلا اوش خزده تاحا ميشر يولو تاوشل همشا حونا مأخوات با يحويتا حابوغي حقوة تخينا حير دينير وج دينير حقو انساني هر خلير وقنت وز خلير با حماخوات با عميرو حقيلو يا الله وها يا بيخمر وها يا أويلاء وها علمان شوها أستاذ وها ميلو حوات حقر شوكيو واخين حيق اومن لدر لوياش ناخل يقشلير شو كاز ويستخل دير عن يستور واتسر تيشار اشتر هروش در على حانا قلوال ولا سو قلوال سو ولا ميلا ولا سو داني سوار تون دير دي خر دورس ما خيس عارش ويناخش زود بيرش سيوليشن دايس ما خيس عارش ويقام سيسس داش رولك سيوليشنا غالغشنا ميل خاقيش قومن بوچان هر جنيه هون شاش زابر يومناش اشر الدنيا انت ميلو طان ليشتينا يبيتنج او دير لوبوي غالت دل يا اوالين يا قدك خرج
حي سقط قيل دا قجا حنخشو ولا دحر حبوسل ولا حنخشو ولا حبورج ولا يخش ليلة بورج خوش مواتي حبورج ولا حي قومن سقش ناخل مداخا سناخل يلا إكانت ولا إتونش ولا إجيندول ولا شو مداقا إناخل حدوق واخك عدبتا إناخ ما بيئش سيسز قان دوخكو بلترلوش قان نس بلترلوش آخر دنيا ميالدو سيولش غاسقش إرموش مسانا عرولك عقيوتي حيقومن يقير ورستك دايس قوسا غوهم دك دويت شوناس ديكم داج درخ أسومات صباح الحمد لله الله دارشون يلوش كويتردو نما قيسا خزدو شيكو يات ويتسقش شاش ات انستغرام شو فيسبوك شو مسنا صورش قش عاش بو شيرولكش قش عاش بو سون خائز نو تسار شاش قيسر تسار هر ديتر وي خزع وي غلدو غاتا تسار قتاندو نو وي تسار آلي شوي دقواخك يا دقواخك مدية نوخشي قام سيسز مدية هذا لادتو أعموشتو مالر أعوشو سيجارك أعموشو كليان تقاشتو تابلت إتصدي أشو دنيا عندي أتعاق عم دات ما سار دي أشتو أتعاتي أتوقروات حقوال بيك إزيك بيدوشتو هذا نوخشي قام سيسز مدية هذا يسر داخل دي تاتخا تخدايش كردوين دا خز غلقع أزدو شق دو غاش دارتخا مدية تخا ناخل مداخاتخا بورش خنا بورش تقولا يلا تعجين ما تسانج ماري غيش ياتسا تانا دوزل خلبيش باتسا ما بيختين هرقام ما سيسز دين هرقالا حي قيت لحقيت أم إتقيتا وي أسأل شا تقيتا إهر ير وجر على حقيتي أرملاش جوجش كيرش مسارك دايس قش ما دوختين ما باخان سيسز هر نقش قام ما قيساوي تونش دول بيش تونش بولدو بازر وليش بيش قبيش وي زابر شوي هري قديك دوي ولد عشو قيسويش ديلدش وي خشو قردشون والله قرد وي سموالا واتسو شو دين دوش واتشون بالي والا دوقا إمامش بو أشوك بوش ديگه كيزك هندو نو وي قام تسندي سيد تعجين وي خز خليد دونالدز وي جيتنا مثلا سبورتس وي جيتنا نو هينز حيقل تاني جيتي وي بيتناش دارش صدر وي دايس قيسر وي زودو بيش وي تونش بولناخ وي قبيش وي جويتي Я чистый тат, шиит, мы не родственны с евреями горскими. Они пришлые или нет? Пришлые. Если ты говоришь, таты пришлые или нет, они считаются, да, они пришлые, но это не автохтонный народ, чтобы ты понимал. Это не автохтонный народ, аноним. Тебе я отвечаю. Ну, пришли таты, считается, когда ж я слышал про татов, ну, без малого 800 лет вот таты, которые есть горские евреи. Но были и другие евреи, которые появились. Ну, тут версий разных много. Некоторые говорят со времен Хазарского каганата, это версии самих евреев и горских евреев. Другие говорят, что появились более поздно, там в 18-19 веке вот, появились. Но по мне, честно сказать, я думаю, что все-таки с 10, 9, 10 века таты здесь остались. И вполне возможно, что это племена из бывшего Хазарского каганата. Возможно, я могу ошибаться, но вот так как-то. Нет, есть, еще раз говорю, есть горские евреи, которых называют татами, а есть таты сами отдельно. Вот таты, если ты говоришь, я ж тебя определиться прошу, поэтому,
Есть некоторые называют горскими евреев татами. А есть, ну, сам ты сам говоришь уже о том, что они персы. Если персы, это же не родина персов, правильно, не Дагестан. Да, они были определенное время под влиянием Дагестана, очень долгое время, вплоть до 16-17 века, если говорит, история говорит правду. А так, конечно же, со времен, ну, время есть автохтонные народы, а есть те, которые эмигрировали потихоньку, оказались здесь. Поэтому ничего такого нету плохого в этом. Ладно. Ой, и хаттара ажвап лорду. Хайн гич, хайн юйхуш, юйшела. Дахка болбелш, едешерц, йоч, учуман илетчелат, эвана, эс алдизик элла, хок оман сима дей хаздоци хайти. Вош вала, вошига, шич вала, шичига, дакачит хажвиз, и сандалхум. Цаоч хирдат. Ой, сидей ара шиеше мах буцун, шиеше меттикюцун. Ладно, башлам, евреи горские и бухарские евреи и другие. Еще раз говорю, у нас, к сожалению, некоторые называют татов горскими евреями. Чтобы ты понимал. У нас и в истории есть это место зафиксировано. Еще раз говорю, я от себя ничего не говорю. Какие бы они ни были, бухарские были, горские были, азиатские евреи или негроидные евреи. Речь не о том, что там плохо или хорошо, а то, что есть. Не говорю, как есть. Цундера иштунду вистхилар, так, и дюшела, и белхтила, сетхилар, хаз игил хаистхул шелавой. Дедик дуэл аль-хауи хай тарбия хум датсига, если удоиш дала. Соно до шум что дала. Соно до хум дала ха, цун сацу баанаш до. Так, мелла унах сан вистхил чакдака до, так. Хай тар цун. Моги тар до ци авош уй, шич уй, мях уй ал. Мухадала цаза лаха ала ала. Сацич хане. Сацич дикдер. ميلا تعيشتا ويزدا اوش الش حاني تعبش قيت تقيت خير بات دوحا ديلا بوق بالبوز زود بيرن ساني ويجش ساني بك بوق بالبو خلو دو إذا نتحقا هدي دوي تسمى سومان شيشيا زي نتعم كيبر жим не слушать не сюда хауса дуквай. Ладно, уважаемые мои друзья, я, наверное, на сегодня мы закончим, потому что у нас как-то немножко, если вопросов у вас больше нету, если есть вопросы, задавайте, чтобы, как говорится, у нас каждая минута дорога, важна. Поэтому, честно скажу вам, не от простой, как говорится, не от безделия мы здесь сидим. Дела выжри со кюгел хоя кевег сум цажимас буалхба саэту ризк хил чане цаюш доломш цади чане со кияқид о шахашранаш бош юмшти сушват хор стеген қиетам иштхулы وي زودبيرشلر ديشتلا ناقوستيلر ديشتلا وي قاملر ديشتلا وي موحكلر ديشتلا خورمو شيشي اغور وي اشتخلي دخم دانيسلر دوي قيتشمو دير دو تسبوش اشتحالدو ابراهيم قي خاتش دو يوتيوب دي خاتش دو داتا حد اقا وي عديكينا داديش دو وي طان هم دالشا
Если есть вопросы, задавайте, прежде чем даться. Хорошо тогда, уважаемые мои друзья. Завтра всем на работу, кому на учебу, кому на работу. Не хочу вас отвлекать. Как я вам обещал, при поступлениях, хоть каких-то небольших даже поступлений, там донаты, когда есть, я все 3 дня могу проводить эфиры, вы видели. И сегодня я чуть-чуть опоздал, за что я прошу прощения. Не в 10 начал, а чуть позже. Особенно огромная благодарность Ибраиму, который сегодня, опять же, не спал и включил нашу YouTube-трансляцию. Всем моим братьям, сестрам, всем огромная благодарность. Также мы в пятницу, субботу будем проводить на русском языке, понятном, эфиры про историю, даты, культуры, там, географию нашей Родины, Нохчичу, и взаимодействие с соседними регионами, республиками. А в воскресенье мы будем проводить на родном языке, если вдруг кто-то из соседних районов, там, регионов смотрит нас, я буду проводить только на родном языке воскресный эфир, иншаллах, если доживу. А остальные пятницы, субботу мы будем проводить с вами эфир, и я готов встретиться, имеется в виду, вы можете запрос отправить, мы можем провести с вами дебаты, главное не материться, вести культурно себя, с любой национальностью, мне без разницы, вы можете задать вопросы, если я знаю, я вам отвечу. Поэтому всем огромное спасибо. Москва, огромное спасибо, благодарность Москве за то, что смотрите, за то, что поддерживаете. Не забывайте лайкать, подписываться, приглашать нам новых друзей, задавать вопросы. Мы, конечно же, обязательно вам будем отвечать. И огромная благодарность всем моим подписчикам, которые смогли и помогают нашему каналу, донейшенам. Им тоже огромное спасибо. С вами был ваш брат Башлам. Всем до следующего нашего стрима, эфира в пятницу. Вопросами, пожеланиями, материалы, карты, видео, какие-то интересы, что-то касаемо нас, нашего всего, вы можете отправлять в директ или ко мне на WhatsApp. Я обязательно отвечу, если мы видели, или же сделаем ролик, репортаж. Без ответа не оставим. Огромное спасибо, благодарность. Всем доброй ночи. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бюс дал дейкалю дал дуктах дуал. Диеба даха диша санкоми нохчикам. Адекюэлшу.